Мне стало интересно, я хотел понять, куда будут потрачены эти 9 миллиардов тенге. Давайте посмотрим вместе. На оплату услуг переписного персонала будет выделено 3,4 миллиардов тенге. Коль не надо осуществлять подомовой обход, поскольку в базах госорганов все имеется, и ребенок от рождения получает ИИН, то можешь сократить эту статью. Планшеты тоже не понадобятся. Сэкономим еще 1 миллиард тенге. Развитие информационной системы Е-статистика. Жанбек, скажите, вот систему Е-статистики я вам скинул. Как вы думаете, сколько она может стоить на рынке? За сколько ваши компании готовы ее сделать? По нашей предварительной оценке, средняя стоимость такого продукта будет от 30 до 50 миллионов. Для информации, комитет статистики заложил 930 миллионов тенге на эти виды работ. 900 миллионов? Да. Дайте нам 100, мы еще 3 года бесплатной техподдержки дадим. Почему так завысили, непонятно. Значит, тут можно сэкономить смело еще 900 миллионов тенге. Станция, мебель, канцтовары на сумму 845 миллионов тенге. Куда столько мебели? На обработку данных, изготовление сборников 634 миллиона тенге. Заметьте, обработку сделает машина, поскольку мы туда уже потратили от 20 до 50 миллионов тенге. Сборники тоже не нужны, все должно быть в электронном виде. Значит, экономим еще 600 миллионов тенге. А теперь внимание, покупка автомобилей на сумму 748 миллионов тенге. Для сравнения, на эту сумму можно купить 60 новых Toyota Camry. Вообще, для чего и кому нужны эти автомобили на 1 месяц? Мы уже доказали, что подомовой обход не нужен, значит и автомобили уже не нужны. Командировочник тоже не понадобится, минусуем. Инструкции и картография, вообще все это можно сделать за 5 миллионов тенге, а не за 70 с лишним. Минусуем еще 68 миллионов тенге. Итого стало понятно, что перепись населения можно было провести за 90 миллионов тенге, а не за 9 миллиардов. То есть сумму завысили в 100 раз. Не в 5, не в 10, в 100 раз. Почему мы так легко выделяем деньги и никто не контролирует? Вы, конечно, молодцы. Надо похвалить такое правительство.